Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас нет новой темы. Мы продолжаем тему прошлого урока «Притяжательная форма». Бесінші сабақ. И сегодня мы поговорим о случаях, когда последующий звук влияет на предшествующий звук и меняет его. Случаи изменения конечной буквы при добавлении окончаний притяжательной формы. Если определяемое слово оканчивается на «к», «к», «п», то при добавлении окончаний они озвучаются. «К» меняется на «г», «к» на «г», «п» на «б». Это явление в грамматике называется регрессивной ассимиляцией. Давайте рассмотрим примеры. Слово «мысық» в конце имеет глухой «к». При добавлении окончания притяжательной формы влияет на «к» и озвучает этот звук. Получается «мысығым». Следующий пример. Көйлек. Добавляем окончание «м». Влияет на «к», озвучает его и получается «көйлегім». Доп. В конце мы видим глухой согласный. При добавлении окончания притяжательной формы влияет на «п», озвучает его и получается «добом». Давайте рассмотрим примеры, когда последующий звук влияет на предшествующий. Итак, давайте приступим к работе. Из данных пар слов нам нужно образовать словосочетание. Первое слово в этом словосочетании, то есть в будущем словосочетании, является менің. Менің – это первое лицо «мой». Добавляем окончание. Если менің, то автоматически добавляется окончание «м». Влияет на «п», озвучает его, и «п» переходит в «б». Получается менің добым. Менің. Менің – это первое лицо. Сюда подходит окончание «м», потому что слово мягкое. Влияет на «к», на глухой согласный, и озвучает его, и вместо «к» здесь появляется «г». Получается менің кезегім. Сенің – это второе лицо. Слово «тарақ» твердое, поэтому сюда подойдет окончание «ң». Влияет на «к», озвучает его, и «к» переходит в «г». Получается сенің тарағың. Сенің второе лицо. Сюда подходит окончание «ң». Влияет на «п», озвучает его, и на место «п» появляется «б». Қолғабың. Сенің қолғабың. Первое лицо. Сюда подходит окончание «м», потому что слово твердое, а не «м». Влияет на «к», озвучает его, и на месте «к» появляется «г». И мы читаем «менің пышағым». Следующее словосочетание начинается со слова «сенің». Это второе лицо. Слово мягкое, значит подбираем мягкий вариант окончания. Влияет на «к», озвучает его, и на месте «к» появляется «г». Читаем «сенің еңбегің». Следующее словосочетание начинается со слова «менің». Это первое лицо. Қорап слово твердое, значит сюда подходит окончание «м». Влияет на «п», и «п» меняется на «б». Получается менің қорабым. Это тоже второе лицо. Мысық слово твердое, поэтому мы подберем окончание «ң». Влияет на «к», озвучает, и на месте «к» появляется «г». Получается сенің мысығың. Давайте переведем данные словосочетания. Менің добым, менің кезегім, менің добым мой мяч, менің кезегім моя очередь, сенің тарағың твоя расческа, сенің қолғабың твои варежки, менің пышағым мой нож, сенің еңбегің твой труд, менің қорабым моя коробка, сенің мысығың твоя кошка.
Теперь давайте рассмотрим примеры употребления притяжательной формы в диалоге. Сенің атың кім? Менің атым Айгүл. Как тебя зовут? Меня зовут Айгүл. Сіздің атыңыз кім? Менің атым Арыстан. Как вас зовут? Меня зовут Арыстан. Мынау кім? Мынау менің інім. Кто это? Это мой братишка. Оның аты кім? Оның аты Рустем. Как его зовут? Его зовут Рустем. Итак, давайте подведем итоги последних двух уроков. На прошлом уроке мы познакомились с темой притяжательная форма. Притяжательная форма имеет специальное окончание для первого, второго, третьего лица и показывает, кому принадлежит тот или иной предмет. На сегодняшнем уроке мы узнали, что слова, оканчивающиеся на «к», «п», «к», при добавлении окончания озвончаются и переходят в «г», «г», «б». А также узнали, как спросить по-казахски, как тебя зовут в простой и вежливой форме, и ответить на этот вопрос.